Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатульна и о картине дня. Вопрос продовольственной безопасности сегодня номер один. В Татарстане необходимо производить 4 миллиона тонн зерна. Для этого нужно качественное хранение и переработка урожая. Об этом сегодня заявил Рустам Минниханов в Зеленодольском районе. Здесь дали старт строительству самого крупного элеватора. Мегакомплекс заработает уже через год на территории Свияжского логистического центра. Место выбрано не случайно. Здесь пересекаются автомобильные, железнодорожные и водные пути. Новый элеваторный комплекс создаст 86 рабочих мест и позволит отгружать 700 тонн зерна в час. Аналога такому проекту в республике еще не было. Тему продолжит Рамиль Галиуллин. Разрешите приступить к строительству элеватора связь зернопродукт. Разрешаю. Уже через год на этом пустыре появится самый крупный в республике элеватор. Он позволит хранить свыше 112 тысяч тонн зерна. Строительство пройдет в 3 этапа. Выйти на проектную мощность намерены к 2025 году. Рустам Минниханов отметил важность проекта для республики в нынешних условиях. Мы видим, насколько вопрос продовольствия в мире стоит номер один, а мы республика, которые должны производить не менее, это минимальная цифра 4 миллиона, ну и больше тонн зерна. И, конечно, без современных качественного хранения, дальше переработки, сложно прогнозировать какую-то свою деятельность. Местом для строительства выбран Свияжский логистический центр. К участку подведены все коммуникации. Здесь проходит железнодорожная ветка, которая соединит будущий элеватор с направлениями Москва-Екатеринбург и Казань-Ульяновск. Кроме того, в наличии есть свой порт. Причал пригоден для погрузки зерна на суда, в том числе на экспорт. Особенностью элеватора станет высокая скорость отгрузки – около 700 тонн в час, благодаря специальным транспортерам. В результате погрузка зерна на корабль или железнодорожный состав займет не более 10 часов, тогда как сейчас в среднем на этот процесс уходят 3-4 дня. Стоимость проекта почти 2,5 миллиарда рублей. За 10 лет сумма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит больше миллиарда. Почти полмиллиарда в бюджет республики. Основной инвестор проекта – компания «Августагро». В республике Татарстан существует совершенно уникальный для России инвестиционный климат, потому что каждый раз, когда я сюда приезжаю, возникают какие-то новые мысли по новым проектам. Понимая, что здесь эти проекты можно осуществить быстро, не хочется смотреть в другую сторону. Мы видим, насколько вы серьезно подходите к реализации этих проектов. Я хотел бы поблагодарить вас, вашу команду, за вашу такую активную деятельность. Уже в следующем году компания планирует строительство еще одного элеватора в Бугульминском районе. Сегодня в Татарстане 45 зернохранилищ. Они рассчитаны на хранение 2,5 миллионов тонн. Но, как отметили в Минсельхозе, большая часть элеваторов давно устарела. Устаревшие элеваторы, они модернизируются. Данный проект, он, если говорить по хранению, это дополнительно 120-150 тысяч тонн хранения. Конкретно. И в Бугульме примерно такой же проект планируется. Ну, там логистика, это дорога, транспортная дорога и железная дорога. Воды нету. До потолка все забито стеллажами. И сегодня Рустам Минниханов ознакомился с работой других резидентов Свияжского логистического центра. Так, один из маркетплейсов завершает возведение первого корпуса нового склада. Производственных филиалов 7 заводов на территории Российской Федерации. Ознакомился президент и с инвестпроектом компании по производству тротуарной плитки. Сейчас объект готов на 75%. Здесь создано больше 100 рабочих мест. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Зеленодольский район. Вузы и предприятия Татарстана должны сотрудничать плотнее и создавать прикладные стартап-проекты. Это значит делать продукты, востребованные в реальном секторе экономики. Как этого достичь, сегодня обсудили на встрече Рустама Минниханова с членами Ассоциации содействия цифровому развитию. Сейчас в стране по федеральному проекту «Платформа университетского технопредпринимательства» объявлен конкурс на создание 15 стартап-студий. Такие подразделения на базе вузов будут помогать в создании высокотехнологичных бизнес-проектов. Чем планирует заняться татарстанские объединения науки и промышленности? Мнение выслушал Дмитрий Аринин.
Справа видите захвата движения, VR-технологии, 300 камер, 360. Как работает инжиниринговый центр на базе Казанского института культуры, сегодня презентует Рустаму Миниханову. Здесь действуют научно-экспериментальные лаборатории по дизайну костюмов, художественной обработке древесины и керамики. Как отмечают, даже в области культуры сейчас без инновационных и цифровых технологий не обойтись. Здесь мы сохраняем ногтинское кружево плетение. Ребята выполняют заказ для театральных коллективов. Объединить усилия вузов и предприятий реального сектора экономики призван федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства». По нему в стране объявлен конкурс на создание 15 стартап-студий. Победителям выплатят 1,5 миллиарда рублей. Татарстан на конкурс планирует заявить 2 стартап-студии. Их создание одобрил Рустам Миниханов. Одним из фундаментальных недостатков отечественной экономики является ее традиционная низкая восприимчивость к инновациям. Именно она порождает дефицит спроса на технологические нововведения. Платформа направлена на демонтаж этого барьера посредством выявления и развития предпринимательских навыков, обучающихся и научно-педагогических работников. Одну стартап-студию в Татарстане планируют создать в Казани на базе КФУ. Она в партнерстве с КАМАЗом будет специализироваться на широком спектре направлений. Это химия, инженерия, биомедицина, IT-технологии. Ключевым направлением второй стартап-студии уже в Нижнекамске станет малотоннажная химия. И здесь проектом займутся нефтехимические вузы и предприятия республики. Вопрос стартап действительно это сегодня актуально. Вы знаете, что много ниш, много нужно или позаимствовать, или сделать, или украсть, я говорю, да, и сделать потом. И, конечно, без организованного сообщества в виде, например, стартап-студии, это как фабрика, да, фабрик стартапов, конечно, вопрос не решить. Ну и понятно, что в вузах это умные профессора, умные преподаватели, умные аспиранты. Олег Коробченко, возглавивший Министерство промышленности неделю назад, выступил с предложением, чтобы стартап-студии исходили из конкретных потребностей реального сектора экономики. Он, как экс-представитель бизнеса, знает запросы компаний изнутри. Нужно принцип, концепцию чуть-чуть поставить так, чтобы наши крупнейшие промышленники давали задания, наши институты приходили на завод и спрашивали, что вам нужно сделать, мы это разработаем. Вот от них нужно отталкиваться, не от того, что красивые идеи разработали, стартапы. Этот посыл поддержал Рустам Миниханов. Ты вот сейчас был и там, и здесь, и везде. Вот сейчас сделать так, чтобы мы их собирали. Мы всегда говорим, давайте мы сблизим. Промышленники, они очень прагматичные люди. Если что-то есть, они возьмут. Но мы никогда исследовательскими не были. Наши вузы всегда были высшие школы. У них нет такой компетенции, их надо перестраивать. Если наша наука не будет перестраиваться, она как была высшей школой и останется, не будет исследовательских центров. По федеральному проекту на базе вузов планируют создать инженерные школы. Они также получат федеральное финансирование. Республика приготовила заявки от КФУ, КХТИ и университета Иннополис. В конце июня запланирована защита проектов. Также на встрече отметили, для продвижения продукции татарстанских стартапов нужно шире использовать возможности регионального маркетингового центра. Геллер, замечание получили. Дайте возможность справиться. Дмитрий Айринин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. На ближайшем заседании Госсовета депутаты рассмотрят вопрос о согласовании назначения Олега Коробченко заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Татарстана и досрочном прекращении его полномочий как депутата. Сессия состоится 15 июня. Об этом сегодня сообщили на заседании Президиума Госсовета. Также депутаты заслушают отчет о деятельности Счетной палаты Республики за 2021 год. В повестке 32 вопроса. Это соглашение об установлении границ Татарстана с Чувашией и Башкортостаном, проект федерального закона о статусе Георгиевской ленты, а также ряд других законопроектов. Некоторые ужесточения мы предлагаем в федеральном законодательстве в части продолжения серьезной борьбы с наркобизнесом. Есть предложение ужесточить также вопросы, связанные с суррогатами, с самогоноварением для продажи в виде бизнеса, которые обращаются наши избиратели и говорят, что возросло в Республике Татарстан.
Эко-марафон этого года стал самым масштабным. В нем приняли участие 755 тысяч татарстанцев. Они собрали 34 тысячи КАМАЗов мусора. А еще сажали деревья, предприятия внедряли эко-проекты и делали мир чище. Сегодня в Казани подвели итоги республиканского конкурса «Эко-весна». Есть уникальные герои, вырастившие целый лес. Рамиль Шайдуллин расскажет о победителях. Мне всегда хотелось, чтобы был лес, в котором могли гулять мои дети. В свои 40 с небольшим Ринату Шейхайдарову уже можно гордиться тем, что он построил дом, родил сына и тем более посадил дерево. За 10 лет вместе с семьей в родном селе Антоновка они высадили больше 50 тысяч саженцев. Интересовался всегда экологией и почитал, что овраги, оказывается, очень сильно ползут, и их надо останавливать, а посадка леса – это один из хороших вариантов. Так Шейхайдаровы не только спасли ландшафт, но и обогатили флору родного района. В высаженном ими лесу есть ели, сосны, пихты, клены, липы, яблони, груши и даже краснокнижный медвежий орешник. С 2011 года высажено более 50 тысяч деревьев. За вклад в экологию признание на уровне республики. Шейхайдаровых награждают по итогам конкурса «Эко-весна». В этом году он прошел под девизом «Смарт, апрель, май». «Смарт» в переводе «умный», а значит активный и талантливый. Есть люди, те, которые просто убирали на своих улицах, во оврагах, в лесах, с семьями, друзьями выходили, чтобы просто наводить порядок. Если визуализировать объем работы, той работы, которую они сделали, это 34 тысячи КАМАЗа мусора было вывезено. Например, Нижнекамск нефтехим в эту эко-весну провел 18 различных мероприятий, в числе которых масштабные субботники. Так сотрудники привели в порядок детские лагеря, проспект Химиков и прибрежные зоны озера Каракуля и реки Камы. Рядом делаем. На себя нижнюю часть прижимаем и от себя. В апреле нефтехимики и школьное лесничество высадили почти 8 тысяч сосен вблизи деревни Ахтуба, дав старт масштабной лесоклиматической программе Сибура «Зеленая формула». Мне самому стало интересно. Я считаю, сажать деревья у нас в городе – это хорошее дело. Кроме этого, с малых лет на предприятии приучают детей к раздельному сбору мусора. В подшефных учебных заведениях устанавливают фондоматы. Занимаются и просветительской деятельностью. В апреле и мае предприятия посещали врачи, экологи, академики и студенты. Сотрудники приходят в школы и рассказывают ребятам об экологии и сортировке отходов. Как итог, предприятие снова признано самым передовым в Татарстане. Нижнекамск нефтехим победил в республиканском конкурсе «Эко-весна» в номинации «Лучшее предприятие». Для нас это очень важно. Мы рады, что так высоко оценили все наши труды, усилия, скажем так, наше направление в области экологии. Нефтехимики традиционно пример для других, как можно и нужно заботиться об окружающей среде. В апреле предприятие посетили члены научного совета Российской академии наук и межведомственные рабочие группы по обеспечению экологической безопасности при развитии Нижнекамского промышленного узла. Они знакомились с опытом Нижнекамск нефтехима по реализации природоохранных мероприятий. Перед нами как раз Нижнекамск нефтехим показал, у них есть все для защиты воздуха, воды и земли. В прошлом году здесь была запущена очередная экологическая программа, направленная на снижение воздействия на окружающую среду. Победителю вручается диплом. В этой эко-весне приняли участие 755 тысяч татарстанцев. Самых активных сегодня наградили дипломами и денежными призами. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Почти 15 тысяч татарстанцев подали заявки на догазификацию. Более 10 тысяч из них уже в работе. Заключено 7,5 тысяч договоров на подключение к газопроводу. В Татарстане в этом году бесплатно газифицируют 8,5 тысяч домов. Напомним, в минувшем году президент России поручил расширить программу газификации. Без участия средств граждан газопровод доведен до границ более 3 тысяч земельных участков. Подключено 700 домов. Речь идет о населенных пунктах, где уже есть магистральные газопроводы. Подать заявку на догазификацию можно на сайте единого оператора газификации или портале госуслуг. Также работают телефоны горячей линии. Заявку он должен приложить правоустанавливающие документы, как я уже сказал, на земельный участок, жилой дом, приложить ситуационный план. Это некая графическая схема, которую заявитель может самостоятельно составить или с использованием Google карты. Указать свои паспортные данные, номер СНИЛС, номер ИНН.
В Казани начали капитальный ремонт школ. В этом году обновят 7 учебных заведений. Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин ознакомился с ходом работ в 143-й школе. Здание 90-х годов постройки ни разу капитально не ремонтировалось. В прошлом году здесь поменяли кровлю и окна. В этом полностью обновят фасад, заменят все коммуникации, утеплят стены, установят новые двери и сделают косметический ремонт. Чтобы успеть к 1 сентября, работы ведутся круглосуточно. Мэр подчеркнул, будут учтены все пожелания школьников и их родителей. В школе учатся почти 900 детей. Капитальным ремонтом в этом году мы охватили еще 7 школ и 11 детских садов, а также 28 пищеблоков. Работы идут в графике, есть временные трудности какие-то, но, как всегда бывает на стройке. Но в целом уверен, что к 1 сентября обновленные объекты встретят наших детей. Сельхозкооперативу «Родные просторы» выставили счет за утерю 500 голов КРС. Как получилось, что от большого стада осталось лишь 3 десятка коров, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Сегодня День социального работника. С профессиональным праздником их поздравил Рустам Минниханов. Он принял участие в торжественном мероприятии в Казанском доме-интернате для людей с психическими расстройствами. Он рассчитан на 300 человек. Для обучения и занятий оборудованы учебные классы. В этом году команда интерната стала победителем Всероссийской спартакиады специальной олимпиады по мини-футболу в Санкт-Петербурге. Рустам Минниханов подарил спортсменам футбольные мячи. Президент отметил, в республике в социальной сфере всегда уделяется большое внимание. С 2015 года на проведение капремонта 86 организаций соцобслуживания выделено более миллиарда рублей. Сегодня Рустам Минниханов вручил государственные награды лучшим работникам. Казанскому дому-интернату передал сертификат на приобретение спецавтомобиля «Газель Next» с подъемным механизмом. Сегодня под пристальным вниманием и заботой более 9,5 тысяч работников социальной отрасли находится 1,5 миллиона татарстанцев. Это прежде всего ветераны, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи, дети и пожилые люди. Все те, кто больше всего нуждается в помощи и поддержке государства. И именно ваше участие даст им силы и оптимизм для преодоления жизненных испытаний. Автор проекта «Точка трезвости» Кристина Дьяченко из Татарстана удостоена благодарности правительства России за заслуги в области социальной защиты населения. Награду сегодня, в День соцработника, в Москве вручил Михаил Мишустин. Кристина Дьяченко работает в Центре социального обслуживания Альметьевского района. Она стала победителем Всероссийского конкурса профмастерства. День социального работника – праздник тех, кто ежедневно приходит на помощь, помогает одиноким в быту, становится собеседником и даже близким другом. Гульфия Кашапова из поселка Джалиль Сармановского района стала родной для своих подопечных. Учитель в прошлом 12 лет назад поменяла профессию. Взрослые – это такие же дети, их тоже нужно любить, говорит она. Вместе с соцработником сегодня на работу отправилась Фирюза Хамидуллина. Утро Мирдагали Валеева начинается с массажа. Ему 92 года. Болят суставы, плохо слышит. Буровик с 35-летним стажем, труженик тыла и ветеран труда, сейчас живет один. Дети в Альметьевске. Супруга умерла. Сейчас за ним ухаживает Гульфия Кашапова. Я уже 5 лет живу один. Очень сложно. Дети приезжают раз в неделю. Гульфия всегда навещает. Готовит обед, убирается. Убраться в квартире, заплатить по коммунальным счетам, купить и принести продукты и лекарства – это далеко не все, что делает соцработник. В этой профессии Гульфия Кашапова уже больше 12 лет. В этой семье я уже 8-й год. Была бабушка еще жива тогда. 1 марта у него день рождения. Мы каждый год практически его дочка приезжает, стол здесь накрываем. Я прихожу обязательно на 1 марта. И день рождения справляем вот вместе, дружно с его детьми. Очень хорошо, очень тесно общаемся. Еще раз прокрутим. Еще раз. Вот. У Гульфии Кашаповой сейчас 7 подопечных. Кому-то приходит 2 раза в неделю, кому-то нужна помощь ежедневно. Зубайра Якупова в 50 лет перенесла инсульт. Не могла ходить, самостоятельно есть. Благодаря ежедневной заботе и реабилитации бабушка начала даже петь песни. Так они развивают память и речь. Дороги пыля.
туман. Вот с этими, с методиками, с нашими, вот с песнями, с упражнениями, с мелкой моторикой, ноги разрабатываем, велотренажер. Это все вот помогло, и речь восстановили. У каждого из подопечных свои потребности, говорит Гульфия Кашапова. Нужно найти общий язык с пожилыми и войти в доверие. В этом соцработнику помогает прошлый опыт. 20 лет Гульфия Кашапова проработала с детьми. Соцработник должен быть с большим сердцем. Он должен любить людей, не только бабушек и дедушек, но и людей любить. К своей работе очень ответственно относиться и быть честной. Самое главное — быть честным. Потому что от этого много зависит. Бабушка будет доверять тебе или нет. Сейчас в Сармановском районе 40 соцработников. Они обслуживают 250 человек. Желающих много, говорят в соцзащите, но не все остаются. Мало пройти курсы по уходу за пожилыми. Важно любить людей. В годы пандемии, несмотря ни на что, они даже использовали свой личный автомобиль и всегда оказывали помощь, становились волонтерами, становились теми людьми, которые нужны были нашим пожилым, нашим инвалидам. Лучший соцработник района, участник всероссийского конкурса профмастерства, десятки благодарственных писем. Но самое дорогое, говорит Гульфия Кашапова, это благодарность подопечных. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Сармановский район. Программа детского туристического кэшбэка завершается досрочно 14 июня вместо конца августа. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Дагузова. Это связано с тем, что большая часть путевок уже раскуплена. По сравнению с прошлым годом спрос вырос в 2 раза. На реализацию программы было выделено 7,5 миллиардов рублей. Почти вся сумма уже возвращена родителям. Им вернули половину стоимости путевки. В Татарстане этим летом в детских лагерях отдохнут 182 тысячи школьников. 5 тысяч детей поедут в 4 лагеря на Черноморском побережье. 1 июля в Крыму начнет работу новый лагерь «Акбарс», где отдохнут 224 ребенка. С появлением сейчас нового лагеря в Крыму планируется в 1,5 раза увеличить количество детей, которые получат возможность отдыха на Черноморском побережье. То есть примерно 2500 детей и молодежи, которые за счет дотаций, за счет субсидий республики смогут отдыхать там. Туда попадание по решению президента Республики Татарстан исключительно на конкурсной основе. Татароязычные радиостанции республики объединились в новой секции Союза журналистов Татарстана. Это необходимо для развития национального радиовещания, говорят их руководители. Сегодня они обсуждали, какие проблемы есть у татароязычных радиостанций и в каком направлении развиваться. Нехватка национальных кадров, необходимость грантовой поддержки и создания креативных проектов. Вероника Ганудинова выслушала все идеи и предложения. За круглым столом руководители радио «Болгар», «Татарстан», «Тертип», «Китап», «Сабаду», «Кынара». У каждого своя аудитория. Предлагают развлекательные программы, контент об истории, искусстве, культуре. Их объединяет вещание на татарском языке. «Тертип» радиосында, «Китап» радиосында уникаль контент. Ол контентны хәзер кеше любой жерден табарга тиеш. Менә шул тенденция. Теләсәң Алисадан, теләсәң интернеттан, теләсәң менә бу кнопкадан. У каждого радио вещание круглосуточное. Недавно ТВ и радио Татарстана стали еще ближе к своей аудитории. Теперь их можно слушать и смотреть в мобильном приложении ТАТ-ТВР. Разместить свой канал на платформе приглашают и районные радио. Сабаду-Кынара круглосуточно вещает вот уже 22 года. Радио у нас очень популярно. В неделю у нас выходят 52 передачи и рубрики. Работает 6 журналистов. У нас есть свой уникальный контент. Мы записываем аудиоспектакли. Такие встречи подталкивают еще больше развиваться. В этом году исполняется 95 лет с начала радиовещания в Татарстане. Сейчас радищики ищут новые пути развития. Они отмечают, есть нехватка кадров, нужны журналисты, владеющие литературным татарским языком. Комиссия, художественный совет был, вот журналистов они проверяли, имеет право выходить, правильно ли говорит, голос какой-то. Всегда люди слушали радио и учились правильно говорить. Мы считаем, это наша задача, и сейчас мы должны говорить на литературном языке. Для того, чтобы решить проблему нехватки национальных кадров и в целом для развития проектов необходима грантовая поддержка. Новые радиостанции живут за счет грантов, за счет каких-то пожертвований и так далее. Поэтому я поднял вопрос о том, чтобы государство поддерживало новые радиостанции
новые форматы, потому что они появляются не просто так, они появляются исходя из каких-то потребностей нашего общества. По FM-частоте мы хотим охватить весь Татарстан. Тоже как радио Булгар, как радио Татарстан раньше было. Потому что это спрос радиослушателей. Через интернет у нас по всему миру слушают нас по приложениям. Там и подкасты, все передачи могут в любое удобное им время. По итогам встречи решили, развивать радио должны вместе и сообща. Мы сегодня создали секцию радио на Союз журналистов. Мы будем поднимать проблемы татарстанских и татарских радиостанций, которые касаются и кадрового, и финансового обеспечения, и новых проектов, и каких-то грантов, которые будут им распределяться, для того, чтобы эта индустрия развивалась, эта индустрия чувствовала поддержку и привлекала и молодых специалистов. Чтобы повысить статус радио, предложили вручать специальные премии и организовать фестиваль радищиков. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. В Казани завершаются гастроли цирка гигантских фонтанов. Шоу «Воды, огня и света» уже влюбило в себя многих казанцев и погрузило в мир волшебства и иллюзий. Под куполом казанского цирка сливаются две стихии – огонь и вода. Такого в Казани еще не было, уверяют организаторы. Шоу «Воды, огня и света» – это 40 тонн спецоборудования. Выступления талантливых артистов на грани человеческих возможностей. На высоте более 20 метров парит гимнастка. На колесе смелости акробаты кидают вызов законам природы. Попугаи, обезьяны, дикобраз – все, чтобы впечатлений хватило надолго. Сложный трюк – это у нас зубник, когда я держу партнершу в зубах, Катю. А она висит в одной пятке, и там нужно не шелохнуться, чтобы, не дай бог, не сбить. Уникальность этого шоу в том, что, во-первых, это авторская постановка многих номеров, и вы в первом отделении уже это заметили, и каждый артист, он находится в топе своего жанра. Чтобы этому всему научиться, нужно по 5-6 часов в день репетировать, чтобы приходить, и еще в это время самое важное, когда ты кидаешь, в это время отвлекаться на зрителя, что я очень сильно люблю делать. Этот номер заставит зрителей затаить дыхание. На арене настоящий маг Анатолий Сокол, скованный цепями артист, в воде задерживает дыхание на 3 минуты и волшебным образом освобождается. Номер репетировали годами. Вот где мы стоим, у нас 50 тонн воды. Сверху у нас около 8 тонн оборудования. Купол цирка казанского не видел столько спецэффектов, сколько сейчас у нас здесь. Сначала мы с отцом вместе репетировали, задерживали дыхание, специальные нас мастера обучали. Шоу «Воды, огня и света» завершается. Впереди еще несколько представлений. Успейте увидеть все волшебство своими глазами. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. В Мамадыше прошел внедорожный трофи-рейд. Называется он «Авитаминоз», потому что любителям лесных троп и речных бродов не хватало эмоций и радости встреч. Давайте посмотрим, как это было, а я с вами прощаюсь. Здравствуйте! По прогнозам синоптиков, в четверг нас ожидает улучшение погодных условий. Об этом после полезной информации. Кухня или шкаф-купе по индивидуальным размерам. Данил Мастер учтет все ваши пожелания. Только до конца июня замер, доставка, подъем и установка бесплатно. Подробности по телефону 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Павлах, Азнакаево холод уходит, давая возможность западному антициклону прогревать воздух. Осадки прекратятся. Значительно потеплеет и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Днем воздух прогреется до 18 градусов. Теплый воздух поступает и в Агрыз, Менделеевск, Актаныш. Четверг в полной мере даст ощутить настоящее летнее тепло. Без осадков, а значит можно надеть солнечные очки, легкие футболки, шорты и наслаждаться июньским солнцем.
В Арске, в Кукмаре, Балтаси ветер стихнет. Вероятность осадков будет небольшой, днем до 21 градуса выше нуля. В Болгаре, Држаном, Буинске заметно потеплеет. Тут плюс 24, осадки не прогнозируются. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше дожди также прекратятся. Выглянет солнце, станет заметно теплее. В последующие дни капризный июнь даст в полной мере насладиться ярким солнцем, ласковым ветром, а самое главное – теплом. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост», лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В «Доктор Ост» пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась. Очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда. В Казани малооблачно и без осадков. Ночью плюс 14, а днем потеплеет до плюс 25. Ветер северный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 53%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Хорошего настроения и до свидания.